Уфа на 4 дня собрала на площадке ВДНХ Экспо ведущих экспертов в области современных образовательных технологий. С 7 по 10 ноября в столице нашей республики во второй раз прошел Международный салон образования, ставший уже крупнейшим событием для региона. Тема салона в этом году – «Образование будущего». Данное мероприятие в сфере образования является эффективной площадкой для взаимодействия между специалистами, учащимися, представителями бизнеса и государственных органов управления. Уфимский международный салон образования организован по технологии и принципам московского, включающим в себя бизнес-площадку для делового взаимодействия производителей, поставщиков и потребителей, глобальную интеграцию повестки российского образования и мировых трендов и максимальную открытость для профессиональной и семейной аудитории. Мы постарались представить наш вуз как ряд зон, которые позволят продемонстрировать человеку все свои способности. С одной стороны, мы хотим, чтобы человек почувствовал себя в роли учителя. Другая зона – это зона мониторинга способностей людей, которая позволит нам уже точечно с ними отрабатывать и звать их на наши образовательные программы, программы дополнительного образования и другие. Также у нас есть зона каллиграфии. Конечно же, это зона колледжа, где мы демонстрируем дополненную реальность, и зона башкирский онлайн. То есть вот эти зоны, они позволят представить наш вуз как вуз инновационный, как вуз ведущий образовательный и научный. В работе УМСО в этом году приняло участие более 10 тысяч руководителей и специалистов образовательных организаций, представителей органов управления образованием и компаний-поставщиков образовательных технологий. БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы представил несколько профессиональных зон. Я сегодня буду представлять нашу программу «Послы русского языка в мире», опорным вузом которой является наш университет, а также у наших гостей будет возможность почувствовать себя настоящим писателем 18-19 века. Можно будет написать несколько строк настоящим пером или перьевой ручкой. У нас уже есть определенный шаблон. Это можно написать на русском, можно написать на башкирском. Слова имеют собственную душу. Надеемся, что всем очень понравится, потому что сейчас это, к сожалению, уже вышло из моды, но послы русского языка возрождают старые традиции, потому что это очень важно и очень интересно. Также состоялась презентация проекта «Онлайн Башкирский». Дистанционная система обучения башкирского языка работает уже больше года. На портале зарегистрировано более 2000 участников, и система модернизируется с каждым годом. На сегодняшний день базовый курс полностью готов. Далее в процессе изготовления также курс изучения более продвинутого уровня и еще остальных курсов. И система разрабатывается совместно с преподавателями и студентами и нуждается сейчас в распространении, масштабировании.